Дорогое потомство, любимое дитя божественности, мое сердце наполняется радостью, когда я являюсь свидетелем твоего решения посвятить себя сегодняшнему глубокому и мощному посланию. Ваша непоколебимая приверженность этим учениям поистине похвальна, и вам приносит утешение осознание того, что Бог направлял вас в этом духовном путешествии, верно придерживаясь Его слова, когда это возможно. Когда я называю тебя благословенным, это не просто отголосок моих чувств, скорее, это провозглашение, основанное на Писании. В 3 главе послания к Галатам ярко показано, что верующие являются наследниками благословений и обещаний Авраама. Через вашу веру вы наследуете божественное наследие. Мое постоянное подтверждение вашего благословенного состояния – это не просто повторение, это свидетельство слова Божьего. Погружаясь глубже в эту истину, вы не только принимаете ее, но и становитесь свидетелем того, как в вашей жизни раскрываются ощутимые благословения. Важность окружения себя людьми, которые укрепляют в вас Слово Божье, невозможно переоценить. Наличие наставников, которые не только формулируют, но и резонируют с Божьими обещаниями, которые поддерживают вас с непоколебимой верой, способствует трансформации вашей жизни в соответствии с Писанием. Прежде чем продолжить, братья, давайте похвалим, написав «Слава Господу, дорогие братья, многочисленные преданные, которые были твердыми последователями этого служения и усвоили эти учения, стали свидетелями глубоких изменений в своей жизни». Эта метаморфоза начинается внутри, меняя мысли, слова и действия. Следовательно, они наблюдают за изменениями обстоятельств и принимают решения, которые раньше колебались. Это величественная рука Божья в действии, формирующая вашу жизнь в соответствии с вашей верой. Наша миссия – укреплять веру и направлять божественный дар веры через Дух Божий. Крайне важно, чтобы вы заземлились на этой духовной почве, позволяя семенам мудрости и знаний, которыми я делюсь, найти плодородную почву в вашем сердце и разуме. Это гарантирует, что они не увянут, а принесут обильные духовные плоды. Я очень рад, что ты сегодня с нами. Хотя я намерен сделать эту речь краткой, опыт научил меня, что божественное вдохновение часто расширяет разговор. Сегодня мы углубимся в тему гордости, конкретно обращаясь к отдельным личностям. Это послание может найти отклик не у всех, но его цель универсальна. Однако из-за укоренившейся гордости или разных этапов жизни некоторым может быть трудно ассимилироваться. Я горячо молюсь, чтобы Бог просветил ваш дух, настроив ваши уши и сердце, чтобы принять это послание во всей его полноте. Сегодняшняя проповедь предназначена для тех, кто сталкивается с трудностями или, даже если у них не самый темный час, с испытаниями, которые они хотят преодолеть. Это может относиться к финансовым трудностям, динамике отношений, проблемам со здоровьем, привычкам в еде,
психическому благополучию, управлению финансами или семейным связям. Суть состоит в том, чтобы признать области недовольства и со смирением признать личный вклад в ситуацию. Смирение является ключевым моментом. Напротив, гордость может затмить рассудительность. Гордое сердце может сомневаться в Боге, приписывая Его действиям личные трудности. Такие чувства бросают вызов благосклонности Бога, ставя под сомнение Его намерения и желания относительно нашей жизни. Эта конфронтационная позиция по отношению к Богу свидетельствует о гордыне, и сегодня мы сталкиваемся с ней лицом к лицу. Если вы готовы быть в присутствии Бога для Его чести и славы, напишите в комментариях «Пресчитай меня, Господи». Священное Писание дает представление о мышлении тех, кто опутан гордыней. Я призываю вас задуматься над Евангелием от Матфея, глава 7, стих 22. Здесь Писание раскрывает психику людей, которые, ослепленные гордыней, бросают вызов мудрости и доброжелательности Бога. По мере нашего продвижения вперед наша главная цель – бросить вызов, устранить и преодолеть дух гордости, направив вас на путь смирения и божественного доверия. В книге Матфея, глава 7, стих 22, нас ждет мощное послание. Давайте исследуем это вместе. Она говорит: «Не всякий, кто скажет мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Этот отрывок, глубокий в своей простоте, задает вопрос «почему?», и ответ кроется в духе гордости, которая должна затмить нашу истинную природу. Именно эта гордость побудила сатану, самого высокомерного из существ, заявить, что он поднимется выше Бога. Сколько раз в нашей земной жизни мы ставим себя в центр всего, как если бы мы были перед Богом, заявляя о своей личности и достижениях. Мы забываем, что наш Создатель знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. Однако Бог предупреждает нас, что найдутся те, кто приблизится к Нему с высокомерием, забывая свое истинное место. Размышление над Евангелием от Матфея 7 часов 22 минуты имеет решающее значение, поскольку оно подчеркивает, что просто призывать Господа недостаточно, чтобы находиться в Его благодати. Вы должны действовать согласно своей воле. Многие приблизятся к Богу, сообщая о своих действиях от Его имени, пророчествуя, изгоняя бесов и совершая великие дела. Однако ответ Бога будет душераздирающим: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делатели беззакония». Это послание служит суровым напоминанием об опасности гордыни. Сегодня я выступаю против этой гордыни во имя Иисуса, заявляя, что ей нет места в ваших сердцах. Те, кто по-настоящему предан Духу Господа, никогда не приветствовали гордыню. Я бросаю вызов гордости, твердо заявляя: «Вам не рады». Оно опубликовано в комментариях. Он пишет: «Боже, отними от меня всякую гордость». Пожалуйста, продолжайте читать это послание,
поскольку вас ждут мудрость и благословение. Очень важно понимать, что стоять перед Богом и говорить о себе – это не признак набожного последователя. Наше путешествие приведет нас к Иакова 4:6, где написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать – это Божья благосклонность, божественное вмешательство, момент, когда Его благосклонность сияет на вас, даже если вы совершили ошибки, столкнулись с финансовыми проблемами со здоровьем или отношениями. Бог обещает вам благодать, потому что вы приблизились к Нему со смирением. Это послание находит глубокий отклик, особенно если вы сталкиваетесь с трудностями. Осознайте, что смирение является ключевым моментом, когда вы признаете свою роль в текущей ситуации и ищете руководство Бога. Это открывает дверь к Его обильной благодати. Вас ждет очень важное послание, основанное на руководящих словах Бога о вашей ситуации. Давайте углубимся в Луки 15:11-31, известную как притча о блудном сыне. Эта история иллюстрирует путь высокомерного человека, который, столкнувшись с суровыми реалиями жизни, осознает свою потребность в руководстве. Он думал, что сможет прожить жизнь в одиночестве, но его неуместная уверенность привела его к страданиям. Вам суждено нечто лучшее. Подобно тому, как блудный сын признал свое богатое происхождение в доме отца, так и вы осознаете свою ценность и заслуживаете лучшего. По мере того, как вы воспринимаете это послание, вы испытываете подобное пробуждение. Мы нормализуем неблагоприятные ситуации. Однако крайне важно понимать важность гравитации и искать более высокую реальность. В притче подчеркивается метаморфоза блудного сына, когда он достигает своего низшего состояния и пробуждается к своей истинной сущности. В периоды неадекватной самооценки крайне важно признавать и поддерживать осознание своей внутренней ценности. Слово Божие гарантирует эту ценность и ее законное место. В разделе комментариев скажите «Я того достоин». Настраиваясь на Всевышнего и усваивая Его наставления, вы открываете пути развития и вознесения. Принятие своей подлинной личности и признание ее важности – решающий шаг в преодолении любых невзгод, возникающих во время путешествия. Зачем соглашаться на меньшее, если у вас есть совершенный Отец, чьи обещания и намерения твердо записаны в Его Слове? Книга Галатам, глава 3, подтверждает, что, имея веру, вы становитесь потомком Авраама, гарантируя тем самым доступ к дарованным ему благословениям. Изучая 28 главу Второзакония, вы обнаружите множество обещаний, предназначенных для вас. Потому что, дорогой слушатель, ты потомок Божий и наследник этих обетований. Бог приготовил для вас множество благословений, и если вы заключили с Ним священный завет, Он обещает восполнить все ваши нужды согласно своему богатству во Христе Иисусе.
Вы можете доверять этой гарантии, потому что она для вас. Выразить благодарность Господу уместно, оставив в комментариях искреннее «Спасибо, Господи». Теперь давайте перейдем к 82-му псалму, стихи с 4 по 7, в которых объясняется освобождение нуждающихся и бедных из лап нечестивцев. Возможно, и вам нужно это озарение, откровение вашего положения в Боге. Подобно тому, как блудный сын испытал это прозрение и набрался смелости вернуться к своему отцу, такие действия требуют смирения. Признание благословений основой вашего существования является поводом для празднования на небесах. Возлагая свои заботы к ногам Бога и признавая свою зависимость от Него, вы присоединяетесь к Его божественному плану. Так же, как блудный сын осознал это и вернулся, вы тоже можете пройти путь обратно в объятия Бога. Глубокое понимание смирения дает понять, что признание своих недостатков является важным шагом. Могут быть люди, погруженные в собственную гордыню и пытающиеся напомнить вам о прошлых ошибках. Но подход Бога к таким людям все равно основан на любви. Безграничная благодать Бога не зависит от прошлых действий или ошибок, Его любовь постоянна и безусловна. Приходя к Нему, честно признавая свои ошибки и смиренно ища Его водительства, вы открываете себя для получения Его обильной благодати. Многие отвергли Иисуса, когда Он пришел, что послужило напоминанием об опасности гордыни и важности подлинного смирения. Повествование продолжается. Старший брат выражает разочарование, но отец отвечает любовью, вспоминая свою постоянную, непоколебимую любовь. Хотя некоторые, возможно, и не празднуют свои успехи, суть заключается в том, чтобы находить радость в благословениях и искуплении других. Горькая правда состоит в том, что не все будут праздновать ваши успехи и ваш духовный рост. Некоторые могут увлечься воспоминаниями о прошлом и попытаться на их основе определить его. Однако ваше путешествие с Богом уникально, и Его обильная благодать может вести вас по божественным путям. Посреди жизненных сложностей помните об изобилии, присутствующем в Царстве Божьем. Поиск Бога начинается с просьбы о руководстве и желания Его получить. Понимая, что мы, возможно, слишком долго контролировали ситуацию, сдаваясь, мы ищем руководство и погружаемся в Его учение. Там, где мы находим ответы, ясность и освященный путь, я желаю каждому из вас любви и добрых чувств. Я верю, что, усвоив это послание, многие обратятся к Богу, смиренно признав неправильные суждения и открыв себя для принятия Его благодати. В послании к филиппийцам, глава 4, стих 7, мы можем защитить наше сердце и разум от отвлекающих факторов, доверяя божественному вмешательству. Помните, что каждое событие в нашей жизни организовано для нашей пользы. Поделитесь своими мыслями и опытом на сложных этапах.
Божественные откровения могут найти глубокий отклик, обеспечивая утешение и силу. Доверяйте Божьим обещаниям, подкрепляя свои молитвы реальными делами. Этот акт веры демонстрирует уверенность в Его способности выполнить эти обещания. Вы верите в это? Напишите в комментариях «Я верю». Бог ведет нас через испытания, освещая наши пути в этой божественной связи. Вы проживаете путешествие, адаптированное к вашему духу. Помните, что Бог помещает людей в вашу жизнь не просто так. И если вы чувствуете желание помолиться за кого-то или помочь, следуйте этому руководству. Молитесь с уверенностью, не имея ограничений на то, что Бог может совершить через вас. Прославляйте Бога, говоря «Слава Богу» в комментариях. В частности, Бог может помочь вам сделать кому-то материальный подарок. Доверьтесь этому руководству, даже если вы не до конца понимаете его цель. Будьте проводником божественной любви, следуя этим указаниям с радостным ожиданием. Будьте готовы сказать «Я готов, Господи» в комментариях. Воспользоваться возможностью стать инструментом божественной любви. Иногда человек прилагает напряженные усилия, чтобы молиться за духовное состояние других, и его душа может шевелиться в поисках тех, кто еще не знает Спасителя. Когда эти божественные впечатления проявятся, горячо молитесь, чтобы ваши глаза открылись и увидели свет Христа. Молитесь, чтобы семя Евангелия укорениться и принести плод в жизнь вечную. Бог ценит каждую душу на земле, считая ее драгоценной. Как бы далеко Он ни отошел от Него, Он горячо желает, чтобы все узнали Его через возрождающее действие Святого Духа. Как искупленные дети, мы имеем честь сотрудничать с Ним посредством молитвы. Поэтому не уставайте ходатайствовать за других. Перед престолом благодати, хотя мы и не можем стать свидетелями полного урожая в этой жизни, дайте нам знать, что наш труд в Господе не напрасен. Вспашка за потерянных через молитву – это часть призыва к сотрудничеству с небесами в восстановлении тех, кто отпал. Бог верен и завершит дело, которое начал. Продолжайте возвышать свое сердце перед Ним, веря, что Он приведет вас к полям, созревшим и готовым к жатве. Оставайтесь ближе к Богу, ходя в силе Его Духа. Когда мы отвечаем на Божий призыв и действуем послушно, мы испытываем глубокое чувство освобождения. И если вы испытали это, поделитесь своей историей в комментариях, заявив о верности Бога, выразив Ему доверие. Дорогие братья, мое внимание в первую очередь сосредоточено на важности настойчивости, потому что тех, кто останется стойким, ожидает очевидная награда. Сатана часто пытается сбить нас с пути, ставя на нашем пути бесчисленные препятствия. В такие моменты важно оставаться твердым. «Держись крепче» – выражение, заимствованное у моряков и используемое как напоминание
о необходимости держаться курса, особенно во время штормов на море. Эта фраза – боевой клич оставаться твердым. Посреди бурных вод сохраняйте свое положение и оставайтесь на якоре независимо от силы шторма. Когда жизнь потрясет вас, вспомните эти слова и найдите утешение в их значении. Держитесь своей веры, доверьтесь Божьему плану и верьте, что Он проведет вас через каждое испытание. Посреди жизненных бурь Бог призывает вас стоять на Нем, на твердой скале. Как моряк держится за мачту во время бурных волн, так держитесь, господа, чья башня силы никогда не оставит вас. Не теряйте смелости и не отказывайтесь от веры, пока не стихнет ветер. Когда испытания охватывают вас и испытания приходят волнами, сосредоточьте свой взгляд на Иисусе. Противник стремится сломить вас, нападая на ваш разум, тело, финансы и отношения. Оставайтесь твердо убежденными в том, что это признаки того, что ваша победа близка. На пороге триумфа визуализируйте себя в безопасности в Господе, чьи основы непоколебимы. Когда волны разбиваются и другие предают вас, держитесь за Господа еще крепче. Не позволяйте себе трястись, Его верная любовь, закрепленная в том, кто никогда не оставит вас, пребудет вечно. Выразите свою благодарность Всевышнему в комментариях. Хотя испытание вашей веры болезненно, оно укрепляет устойчивость к обещанию. Позвольте настойчивости сделать свое дело, сделав вас полноценными и зрелыми, ни в чем не нуждаясь. Доверьтесь Божьему характеру и времени. Взывайте к тому, кто разделяет море и успокаивает бури. Словом Он обличит всякую силу, восстающую против тебя. Будьте основаны на камне, ибо Его мир защитит ваш разум от лжи врага. Не обманывайтесь постоянным шипением змей, которое беспрестанно обвиняет вас. Кровь Агнца уже обеспечила вашу победу. Хвалите Его посреди бури и наблюдайте, как рушатся стены, окутанные Его славой. Никакое оружие, созданное против вас, не будет успешным. Ваш прорыв неизбежен, так что терпеливо ждите того, кто оправдает и восстановит. Этот период предназначен для того, чтобы укрепить ваши корни, прежде всего ища Бога. Он усовершенствует все сферы, связанные с вами, превращая в добро то, что было предназначено для зла. Стойте твердо, непоколебимо на скале. Возлюбленный сын, буря не будет господствовать над тобой. Ваше искупление близко, могучая рука Господа готова открыть перед вами путь, где, казалось бы, пути нет. Развивайтесь в вере, потому что битва принадлежит Господу. Подумайте о том, чем я поделюсь в минуты молчаливого созерцания. Осознайте, что Господь идет впереди вас. Замечали ли вы проблемы, с которыми в последнее время сталкиваются христиане? Стало очевидным глубокое влияние духа Левиафана на его близких.
Позвольте мне поделиться с вами этим откровением. Дух Левиафана известен тем, что искажает слова, изменяя восприятие и понимание того, что на самом деле предназначено для сообщения. Этот дух усиливает тонкие нюансы, из-за чего высказывание часто звучит до неузнаваемости. Речь идет не только об искажении общения, но и о подавлении божественных устремлений, веры и горячего стремления прогрессировать на пути Божием. Подумайте об этом в смутные времена, когда жизнь подобна бурному морю. Возможно, вам будет трудно читать священные писания, находить слова в молитве или воплощать добродетели духа. Если вы столкнулись с этими чувствами, возможно, вы находитесь под влиянием духа Левиафана. Во могущественное имя Иисуса я приказываю этому духу уйти, используя власть, данную Иисусом Христом. Я заявляю, что любой мой домен является незаконным. Пусть он отпустит твою жертву и уйдет из твоей жизни. Иисусом я приказываю вам быть изгнанным. Я призываю вас, дорогой зритель, противостоять этому духу и бороться с ним, оставаясь твердыми в вере и ища опору в непоколебимой силе Господа. Помните, путь веры – это марафон, а не забег на 100 метров. Осознание своих потребностей имеет важное значение. Можно сделать перерыв, чтобы восстановить силы, но никогда не отказывайтесь от своего путешествия. Если вам нужен тихий день с Господом, протяните руку помощи и сообщите об этом своим близким. При необходимости дайте понять, что вы посвящаете время духовному обновлению. Мы все сталкиваемся с бурями в этой жизни. Но даже среди бушующих ветров и грохота волн мы можем обрести мир и надежду благодаря нашему стойкому Богу. Он – наше прибежище, наша скала, наше прибежище во времена бед. Беги к Нему, возлюбленный, и найди покой под Его крыльями. Искуситель заметил точку, в которой ваша вера кажется уязвимой для давления, нацеленного на ваш разум, ваши финансы, ваши отношения и ваше здоровье, чтобы сместить вас с вашего положения. Однако крайне важно оставаться стойкими, держаться божественных обетований и доверять Богу, который проведет вас через все испытания. Его непоколебимая доброжелательность и достаточная благодать поддерживают вас в человеческой слабости, где Его сила совершенна. Освежитесь в фонтане с живой водой. Испытание вашей веры, хотя и порождает настойчивость, ищет сопротивление, чтобы завершить свою утонченную работу, чтобы вы ни в чем не нуждались, делая вас полноценными и зрелыми. Этот тест является временным. За его пределами ждут обильные благословения и продвижение по службе. Устремите свой взгляд на того, кто успокаивает бурю, и вы достигнете другого берега. Не беспокойтесь о призраках, которые преследуют ваш разум. Кровь Иисуса аннулировала все обвинения. Громко хвалите среди бури, превознося имя Его, и твердыни страха будут разрушены, окутанные Его славой.
Никакое оружие, созданное против вас, не будет успешным. Терпеливо ждите Бога, оправдывающего и восстанавливающего. Он верно награждает ищущих. Победа гарантирована тем, кто проявит упорство. Божьи обещания тверды, Он готов пробиться через бурное море, когда кажется, что пути нет. Поднимите свой взор над волнами, благодать Божия поддерживает вас. Он – твое прибежище и сила, и Он никогда не оставит тебя. Если вам нужна поддержка, знайте, что вы не одиноки. С тобой Бог, превосходящий любую бурю. Он – твое прибежище, защищающее тебя от всякого зла. Так что стойте твердо, доверьтесь Ему, и Он проведет вас через любую бурю. Уверенно выражайте в комментариях, что Бог на вашей стороне. Периоды, когда на пути веры усиливается усталость, а окружающий вас шум затмевает ваши духовные чувства. Слово Божие теряет жизненность и ощущается отдаленность от Него. Успокойте свою душу, слушая тихий шепот, пока вы ждете с надеждой. Он обновит ваши силы, чтобы вы могли летать, как орел, и бежать, не уставая. Не стыдясь признать свою человечность, мы все время от времени сталкиваемся с усталостью от битвы. Главное не сдаваться. Найдите время, чтобы перезарядиться, а затем снова нырните. Утвердите в комментариях с обновленным разумом и сердцем, полным веры: «Вот я, Господь, и я действительно забочусь о тебе». Мы призываем вас посвятить свое время, таланты и сокровища продвижению Царства Божьего. Когда вы создаете избыток в своей жизни, считайте это заполнением меры. Если вы постоянно посвящаете себя благословению других, вы будете переполнены духовными и материальными благословениями. Испытанные и проверенные, не стесняйтесь делиться этими библейскими принципами с другими, чтобы они тоже могли собрать обильный урожай. Сообщите в комментариях, как были услышаны ваши молитвы или применены ваши принципы, став ободряющим свидетельством тела Христова. Бог заслуживает всей похвалы за необыкновенные способы, которыми Он действует через тех, кто полностью подчиняется Его Духу. Благословенный сын или дочь Бога, ваше постоянное стремление участвовать в этих учениях достойно похвалы. 3 глава послания к Галатам ярко показывает, что те, кто верят, получают выгоду от благословений и обещаний Авраама. Ваше божественное наследие подтверждено Словом Божьим. Углубляясь в эту истину, вы станете свидетелем ощутимых Божьих благословений в своей жизни. Невозможно переоценить важность того, чтобы быть окруженным людьми, которые укрепляют Слово Божие. Наличие рядом с вами наставников с непоколебимой верой способствует трансформации вашей жизни, гармонично согласуясь с Священным Писанием. Прежде чем продолжить, восхвалим Господа в комментариях, написав «Хвалите Господа». Преданные последователи этого направления стали свидетелями глубоких изменений в своей жизни.
Эта метаморфоза начинается внутри, изменяя мысли, слова и действия. Это великолепная рука Бога, формирующая вашу жизнь в соответствии с вашей верой. Наша миссия – укреплять веру и направлять божественный дар веры через Дух Божий. Закрепите себя на этой духовной почве, позволяя семенам мудрости и знаний принести плоды в вашем сердце и разуме. Я ценю ваше присутствие сегодня. Хотя я намерен сделать эту речь краткой, опыт научил меня, что божественное вдохновение часто расширяет разговор. Сегодня мы углубимся в тему гордости, обращаясь к отдельным личностям. Это послание может найти отклик не у всех, но его цель универсальна. Однако из-за глубоко укоренившейся гордости или разных этапов жизни некоторым людям может быть трудно это понять. Поэтому я горячо молюсь, чтобы Бог просветил ваш дух, настроил ваши уши и ваше сердце, чтобы принять это послание во всей его полноте. Сегодняшняя проповедь предназначена для тех, кто сталкивается с трудностями или даже не в самый мрачный момент сталкивается с испытаниями. Они хотят преодолеть эти испытания, которые могут включать финансовые трудности, динамику отношений, проблемы со здоровьем, привычки в еде, психическое благополучие, управление деньгами или семейные узы. Суть заключается в признании областей недовольства и смиренном признании личного вклада в ситуацию. Смирение имеет решающее значение, и наоборот, гордость может затмить рассудительность. Гордое сердце может подвергать сомнению Бога, приписывая его действиям личные предикаты. Такие чувства бросают вызов благосклонности Бога, ставя под сомнение Его намерения и желания относительно нашей жизни. Такая конфронтационная позиция по отношению к Богу свидетельствует о гордыне, и сегодня мы обращаемся к этому напрямую. Если вы готовы остаться в присутствии Бога ради чести и славы Его имени, напишите в комментариях: «Рассчитывай на меня, Господи». Священное Писание дает представление о поведении тех, кто попал в ловушку гордыни. Я приглашаю вас поразмышлять над 7 главой Евангелия от Матфея, 22 стихом. В этом отрывке Священное Писание раскрывает душу тех, кто ослеплен гордыней, бросая вызов мудрости и доброжелательности Бога. По мере того, как мы продвигаемся вперед в этом послании, наша главная цель – бросить вызов, устранить и преодолеть дух гордости, направив вас на путь смирения и божественного доверия. В книге Матфея, глава 7, стих 22, мы находим мощное послание, ожидающее нас. Давайте исследуем это вместе. Он заявляет: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Этот простой отрывок вызывает вопрос: почему? Ответ кроется в духе гордыни, которая имеет тенденцию затуманивать нашу истинную природу. Именно эта гордость побудила сатану, самое высокомерное существо, заявить, что он поднимется выше Бога. Сколько раз в нашей земной жизни
мы ставим себя в центр всего, как если бы мы были перед Богом, заявляя о своей личности и достижениях. Однако Бог предупреждает нас, что найдутся те, кто приблизится к Нему с таким высокомерием, забывая свое истинное место. Давайте поразмышляем над Евангелием от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Эти отрывки подчеркивают, что призывания Господа недостаточно, чтобы получить Его благодать. Действие согласно Его воле является обязательным. Многие приблизятся к Богу, рассказывая о Его делах от Его имени, пророчествуя, изгоняя бесов и совершая чудеса. Однако божественный ответ будет сбивать с толку. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делатели беззакония». Это ярко подчеркивает опасность гордыни. Сегодня я выступаю против этой гордости во власти Иисуса, заявляя, что Ему нет места в ваших сердцах. Те, кто действительно предан Духу Господа, никогда не приветствовали гордыню. Я бросаю вызов этой гордыне, решительно заявляя: вас не ждут, вы изгнаны. Поделитесь в комментариях: «Боже, забери у меня всю гордость». Оставайтесь на связи с этим посланием, поскольку вас ждут мудрость и благословение. Крайне важно понимать, что представление себя перед Богом, рассказывая о себе, не характеризует подлинного последователя. Однако наше путешествие приводит нас к Иакова, глава 4, стих 6, где провозглашается: «Он дает большую благодать». Поэтому он говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодать – это божественная милость, небесное вмешательство, момент, когда на вас сияет Божье благоволение. Как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 8, Бог зальет эту благодать на вас, даже если вы совершили ошибки, увязли в долгах или столкнулись с проблемами в отношениях или со здоровьем. Бог обещает вам благодать, потому что вы приблизились к Нему со смирением. Это сообщение находит глубокий отклик, особенно если вы столкнулись с финансовыми проблемами в отношениях или со здоровьем. Осознайте, что смирение является ключевым моментом, когда вы признаете свою роль в текущей ситуации и ищете Божьего руководства, открывая дверь к Его обильной благодати. Вас ждет очень важное послание, основанное на руководящих словах Бога относительно ситуации, с которой вы, возможно, знакомы, будь то финансы, здоровье, отношения или любой другой аспект вашей жизни. Божественное послание остается ясным, независимо от того, насколько глубоко вы находитесь сейчас. С этого момента ваше путешествие будет вверх. Примите эту реальность, позвольте ей укорениться в вашем сердце и наблюдайте, как ее сила проявляется в вашей жизни. Поделитесь в комментариях: «У Бога сейчас для меня самое лучшее». Дорогие братья, давайте теперь рассмотрим Евангелие от Луки, главу 15, стихи с 11 по 31.
Этот отрывок развивает известную притчу о блудном сыне, иллюстрируя путь некогда высокомерного человека, который, столкнувшись с суровой реальностью жизни, признает необходимость ориентации. Он, который когда-то верил, что сможет прожить жизнь в одиночестве, увидел, что его неуместная уверенность привела его к состоянию страдания. Как и ему, вам суждены лучшие впечатления. Блудный сын, зная о своем богатом происхождении в отцовском доме, оказался в плачевном состоянии. Стих 17 подчеркивает глубокий момент самосознания, решающий поворотный момент. Когда вы услышите это послание, станет очевидно, что вы испытываете подобное пробуждение. Мы часто нормализуем неблагоприятные ситуации, минимизируя их серьезность, пока они не перерастут в деструктивные отношения, неудовлетворительную работу или уровень жизни, не отражающий нашу истинную ценность. Притча подчеркивает эту трансформацию в ее самой нижней точке, когда блудный сын, жаждущий есть со свиньями, пробуждается к своему истинному «я» и осознает свою ценность. Иногда в жизни, когда вы чувствуете, что соглашаетесь и принимаете меньше, чем заслуживаете, важно осознавать и помнить свою собственную ценность. Божье послание уверяет его в этой ценности и месте, которое ему принадлежит. В комментариях он заявляет: «У меня есть смелость». Присоединяясь к Всевышнему и Его учениям, вы прокладываете путь к возвышению и росту. Принятие своей истинной личности и ценности является ключом к преодолению любых проблем. Зачем соглашаться на меньшее, если у вас есть идеальный Отец, который в своем слове изложил в отношении вас свои обещания и намерения? Выразите благодарность Господу в комментариях искренним «Спасибо, Господи». Теперь давайте перейдем к 82-му псалму, стихи 4-7, в которых прямо упоминается избавление бедных и нуждающихся от рук нечестивых. Возможно, вам также нужно это просветление, раскрытие вашей личности в Боге. Подобно тому, как блудный сын получил прозрение и набрался смелости вернуться к отцу, подобные действия требуют смирения. Когда вы это сделали, ваш Отец приветствовал вас с распростертыми объятиями, отражая Божью любовь к вам. Помните, что ваши текущие проблемы – это не конец, у Бога есть план для вас. Признавая свою нужду в Нем и возлагая свои заботы к Его ногам, вы присоединяетесь к Его божественному плану. Понимание глубины смирения имеет важное значение, а признание своих ошибок является решающим шагом. Даже если другие попытаются затмить ваши новые отношения с Богом, знайте, что ваше внимание основано на любви. Если согласны, напишите в комментариях «Согласен». Божья благодать, которая безгранична, не основана на прошлых действиях или ошибках, напротив, Его любовь нерушима и безусловна. Когда кто-то честно предстает перед Ним, признавая свои ошибки и смиренно ища руководства, он открывается для получения обильной благодати.
Многие отвергли Иисуса, когда Он пришел, подчеркивая опасность гордыни и важность подлинного смирения. История продолжается тем, что старший брат выражает разочарование по поводу того, что он много лет верно служил без награды. Это мнение разделяют те, кто считает, что посвятил годы служению Богу только для того, чтобы увидеть, как другие получают больше благословений за более короткий период. Однако взор Божий обращен не на выслугу лет, а на истинную преданность и возможность отпраздновать возвращение младшего брата. Ответ отца наполнен любовью и пониманием, напоминая старшему сыну о его постоянном присутствии и непоколебимой любви. Идея ясна. Вместо того, чтобы питать зависть или обиду, найдите радость в благословениях и искуплении других. Подтвердите свою любовь к Богу, написав в комментариях: «Я люблю Тебя, Господи». Горько признать, что не все будут праздновать ваши успехи и духовный рост. Некоторые могут оказаться в ловушке воспоминаний о своем прошлом, пытаясь определить его с помощью него. Однако ваше путешествие с Богом принадлежит вам и только вам. Обильная Божья благодать может вести вас по божественным путям в этом огромном путешествии. Поэтому существует глубокая истина, которую часто упускают из виду: врожденная идентичность и цель, присущие каждому человеку. Легко забыть, кто ты есть на самом деле, особенно когда сталкиваешься с трудностями или теряешься в лабиринте сомнений и неуверенности. Многие на земле испытывают дефицит, тогда как Божье изобилие присутствует всегда. Ключ в том, чтобы искать Бога, просить и быть открытым для получения, начиная с признания того, что, возможно, вы слишком долго были у власти. Сдайтесь, ищите руководство и погрузитесь в его учение. Там, в его словах, вы найдете ответы, ясность и освященный путь. Посылаю любовь и положительную энергию каждому из вас. Я верю, что, восприняв эту информацию, многие обратятся к Божественному, смирятся, признают прошлые ошибки суждения и откроются для получения обильной благодати. В послании к Филиппийцам, глава 4, стих 7, вы можете охранять свое сердце и разум от отвлекающих факторов, веря, что с вмешательством Бога все в вашей жизни развернется именно так, как должно, не преждевременно, не поздно. Каждое событие, каждый поворот и поворот организованы для вашей выгоды. Многие люди нашли в этих словах утешение и силу, и я надеюсь, что они найдут отклик и у вас. Если вы тронуты, поделитесь своими мыслями, опытом или открытиями. Хотя различные служения служат благодатной почвой для вашего духовного роста, очень важно помнить об этом вечном обещании. Для тех, у кого есть особые молитвы или устремления, всегда доступна обильная благодать Божия. Сохраняйте самообладание и путем тщательного изучения распознавайте знания и рост, которые приходят от каждой встречи, а также расцвет вашей веры.
передайте свою благодарность. Обратите внимание на свой подлинный голос и язык, который вы используете. Несмотря на текущие проблемы, найдите минутку, чтобы оценить воздух, которым вы дышите, и людей в вашей жизни. Я буду вести тебя вперед. Выразив благодарность, сделайте это в настоящий момент и продолжайте быть благодарным, даже когда ваш дух чувствует усталость. Скоро будут открыты новые карты и правильные пути к вашим целям. Будьте благодарны в минуты радости и не забывайте выражать благодарность даже в минуты печали. Независимо от трудностей, неудач или болезненных переживаний, практикуйте благодарность. Поразмышляйте на мгновение о себе в зеркале. Благодарность – это мощный настрой, который вы можете проявить сегодня, вызывая значительные изменения и чудеса в вашей жизни. Наконец, поделитесь этим сообщением с другими. Многие люди вокруг вас могут страдать молча, даже если кажутся счастливыми, граничащими с отчаянием. Если вы чувствуете, что они изо всех сил пытаются найти смысл в жизни, поделитесь с ними этим. Чудо любви разворачивается внутри вас. Пусть они узнают, какую радость я приношу вам и какое добро они могут принести, просто находясь рядом со мной. Мир, гармония, изобилие и благословение без беспокойства и долгов будут окружать вас, пока вы любите друг друга. Хотя люди могут смеяться над вашими действиями, ваши слова найдут глубокий отклик в их сердцах. То, что вы обнаружили, имеет для них решающее значение. Очень важно, чтобы они чувствовали себя любимыми и ценными. Распространите это послание любви и оптимизма. Будьте уверены, я услышал вашу шепотную молитву прямо перед тем, как вы положили голову на подушку вчера вечером. Ваше лицо было мокрым от слез, когда вы молились о силе, спокойствии и безопасности, чтобы противостоять жизненным трудностям. Теперь, когда вы встречаете этот день с обновленной целью и силой, взгляните на себя. Поражение, возможно, оставило вас разочарованным и беспомощным, но для вас нет непреодолимых препятствий. Вы перешли от страха к доверию в тех местах, где раньше были сомнения, вы решили это. Вчера вы, возможно, согнулись от страха, но теперь вы твердо стоите, готовые преодолеть любые трудности. Я вселил в твою душу яростную волю к твоему успеху, верь в мои силы. Я привел вас сюда, чтобы вы могли противостоять и преодолевать любые препятствия, встающие на вашем пути. Препятствий может быть много, но знайте, что ничто не может встать на моем пути. Я привел тебя сюда и буду с тобой, несмотря ни на что. Ты больше, чем победитель, и каждый появившийся враг будет побежден моей любовью и силой внутри тебя. Упорство и настойчивость в борьбе с невзгодами, несмотря на трудности, с которыми вы можете столкнуться, и цели, которые у вас есть, приведут вас к успеху во всем, что вы делаете.
Благословения, возможности и облегчение вашего бремени станут вашими благодаря моему вмешательству. Я завоюю сердце всех вокруг вас, включая ваших близких, судей и государственных чиновников, чтобы они относились к вам благосклонно и делали то, что вы от меня просите. Действия других людей не должны вас пугать. Вы и ваши близкие будете в безопасности, если вы верите в меня и честны. Вы должны иметь в виду, что меня сопровождают. Мое слово имеет способность исцелять каждый день до конца. Вы будете воскрешены и оживлены божественной силой, исходящей от моих слов. Я понимаю, что вы можете чувствовать, что не заслуживаете моего присутствия в вашей жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что ваша вера и смирение действительно тронули меня. Я не только войду в вашу жизнь, но и намерен проникнуть в ваше сердце. На тебе будут начертаны слова исцеления, и веревки, связывающие тебя, разорвутся. Ваши страдания, страх, тревога и проблемы ускользнут в небо и так высоко, как мое нежное прикосновение. Послушай, я хочу убедиться, что ты меня ясно слышишь, потому что я хочу видеть тебя счастливым, умиротворенным внутри себя и с большим будущим. Чтобы показать тебе, как сильно я забочусь о тебе, как сильно я тебя люблю и как я буду защищать тебя от опасности, все, что мне нужно, это чтобы ты проводил со мной время. Мне очень хотелось оставить вам это наследие. Полностью верьте в меня и примите это. Моя любовь окутывает вас, и исцеляющее прикосновение моего Святого Духа может изменить вас изнутри. Ваша сила готова, и все, что вам нужно сделать, это испытать ее сейчас. Святой Дух, встань и выйди, потому что тебе дана эта власть. Ни у кого не будет шансов против вас, когда вы столкнетесь с невзгодами. У тебя есть моя привязанность и мое непоколебимое доверие, и ты сильный, а не слабый. Мечтатели среди вас, знайте, что я люблю вас и что в конце концов все наладится. Поверьте мне, время, когда я собираюсь благословить вас, как нельзя более подходящее. Я устрою все таким образом, чтобы вы легко приняли эти преимущества, когда придет время. Пусть мир и терпение будут вашими, используйте их с пользой. Никогда не действуйте поспешно и не принимайте важного решения, не обсудив его предварительно со мной. Это включает в себя импульсивное реагирование на обстоятельства, движимые эмоциями. Я предпочитаю избегать убеждений или попадания в заблуждение. Держитесь подальше от ложных союзников. Это письмо служит моим официальным подтверждением того, что я буду вам полезен. Не торопитесь и не накапливайте долги. Вы испытали свою изрядную долю этого. Пожалуйста, не позволяйте мне препятствовать вашим будущим возможностям. Скоро ты увидишь, как свет моей благодати и любви сияет в твоей жизни. Я сломаю ваши оковы, и вместе мы проложим для вас новый путь, который освободит вас от рабства и позволит вам какое-то время жить жизнью, независимой от других.
только мы с тобой знали об этой сокровенной тайне, не оставляйте в стороне свои идеи и инициативы. Вы не должны показывать, что у нас есть скрытые мотивы, поскольку в вашем окружении много завистливых и нечестных людей, которые будут смеяться над вами и пытаться обескуражить вас, если узнают. Вспомнить свои предыдущие ошибки – пустая трата времени, поскольку ваше сердце изменилось, и вы больше не можете доверять этому опыту. Я разорву цепи и узы, принеся мир и процветание без бремени тревог и долгов. Как я уже упоминал, вы будете благословлены, двери откроются, а проблемы будут решены. Не увлекайтесь действиями других, пока вы доверяете мне и действуете честно. Никто не сможет противостоять вам или вашей семье. Знай, что я с тобой каждый день до конца. Сверхъестественная сила, которая вытекает из моих слов, заключается в том, что Бог обещал вам, что Он обеспечит вас всем, что вам нужно, чтобы жить жизнью, свободной от ужасных последствий ваших грехов. Несмотря на то, что вы живете в мире, полном страданий, вы все равно Его сын, и вы должны доверять Ему и верить в Него на каждом своем шагу. Победа будет за вами, хотя иногда вы все равно можете часами плакать, не понимая почему. Не позволяй мне говорить тебе, что является причиной твоих страданий. Подтверждение слов осязаемыми действиями усиливает их резонанс. Речь идет не только о выражении веры, но и о поддержке ее ощутимыми усилиями, будь то ресурсами или временем. Этот акт жертвоприношения показывает вашу уверенность в Божьих обещаниях и вашу способность воплотить их в жизнь. Если вы в это верите, напишите в комментариях «Верю». Дорогие товарищи, я верю, что вы испытали благословение за это время, посвященное молитве. Если вам понравился контент и вы хотите продолжать получать ежедневное вдохновение, не забудьте нажать кнопку подписки ниже, присоединившись к нашему религиозному сообществу и получая уведомления всякий раз, когда мы делимся такими особенными моментами. Если эта трансляция затронула самую глубокую часть вашего сердца, выразите свою благодарность, нажав кнопку «Мне нравится», что позволит большему количеству душ найти это сообщение, полное любви и надежды. Расширьте свет молитвы, поделившись этим видео с друзьями и семьей. Давайте вместе создадим поток позитива и сострадания. Еще не уходите на пенсию, следующее видео ждет вас всего в нескольких кликах. Коснитесь экрана, чтобы перенестись в еще один особенный момент размышлений и духовного укрепления. Я благодарю всех, кто является частью этого пути веры. Пусть мир и благословение пронизывают каждого из вас до нашей следующей встречи.